Другую схему злоумышленники вывели на уровень всемирной угрозы. Приходит сообщение с непонятной ссылкой. Если открыть ее, то вообще все данные окажутся под контролем хакеров. В зоне риска смартфоны с операционной системой Android. А их в России, по некоторым данным, 7 из каждых 10. Знайте сами и предупредите близких. Петр Дерягин с подробностями. На первый взгляд, это просто набор символов строчки программного кода на черном фоне. Кто бы мог подумать, что оружие будущего будет выглядеть именно так. Перед вами G-Plate, новейшая троянская программа. Она может работать как хитрый шпион, отслеживая каждый ваш шаг, или обчистить банковские счета. Трояну достаточно просто попасть на смартфон. Примечательно в нем то, что он модульный, который ориентирован не на массовых, скажем так, не на массовых пользователей, а на конкретного человека. Чтобы к нему лучше подобраться, чтобы перехватить то, что нужно, конкретно интересно. Троян поражает смартфоны на базе Android и маскируется под приложение Play Market. Немного другая иконка, другое название, но ошибиться легко. С одной стороны, программа настойчиво будет просить ввести личные данные заново, например, подтвердить номер банковской карты. С другой, она также начинает изучать владельца. Маленький, компактненький, он загружается, смотрит окружение, что происходит на устройстве, отслеживает ситуацию, передает данные злоумышленникам, и они ему туда нужные модули заливают. Например, модуль перехвата WhatsApp-сообщений. Выходит, пока Троян установлен на телефоне, он собирается как конструктор, может меняться и разрастаться. К вам напрямую могут подключаться злоумышленники. Американские специалисты, обнаружившие G-Plate, называют его новым видом гибридной угрозы будущего. Покажи мне свой смартфон, и я скажу, кто ты сегодня. Мы храним на этих устройствах буквально всю личную информацию. И троянская программа может получить доступ абсолютно ко всему. Ваши контакты, геолокация, банковские карты. Этот Троян может отправлять СМС и совершать звонки с вашего номера, или заблокировать доступ к устройству, или стереть вообще все. Выражение «под колпаком», пожалуй, еще никогда не касалось такого количества людей. В мире больше 2 миллиардов активных пользователей Android. В России из 10 смартфонов 7 на этой платформе. И странная деталь, G-Plate на русском языке. Страница меню, электронной формы. Как считают американские специалисты, Троян, возможно, создавался для целенаправленной атаки на российских пользователей. И тут напрашивается еще один способ использования программы – политический. Мы видим очень-очень крупную DDoS-атаку с тех устройств, на которых установлены данные Трояны. В частности, это могут быть атаки на какие-то серьезные, важные интернет-ресурсы с целью изменений информационного поля. Как не собрать ингредиенты воедино и не подать под нужным соусом? Вредоносная программа с кучей русских слов атакует с русских мобильников американские компьютеры перед выборами, почту Хиллари Клинтон, немецкие газеты, штаб-квартиры ОЗХО. Все это позволяет сделать G-Plate, неизвестно кем и для чего созданной. При этом специалисты по киберпреступности заявляют, попавшая к ним версия Трояна всего лишь тестовая. Массовый запуск программы в сеть, видимо, еще не состоялся. И кто знает, на что будет способна полная версия. Обезопасить пока может только внимательность. Тщательно проверяйте приложения и сайты, их иконки и дизайн, как они себя ведут и чего требуют. И ни в коем случае не переходите по неизвестным ссылкам, даже если их прислали со знакомого номера или адреса. Петр Дерягин, Дмитрий Малышев, Михаил Новицкий, Сергей Прокофьев, Анна Хигай, Первый канал.